Всем доброго дня, всем здравствуйте! Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. А это значит, что снова ближайшие 5-6 минут я буду отвлекать вас немножко от жизни. Ну, если, конечно, вы досмотрите это видео до конца. Триатлонный дайджест. Все самое интересное за неделю в мире триатлона и не только. Смотрим! В эти выходные в столице Катара, Дохе, проходил Кубок Азии по триатлону, и мы, конечно же, переживали, следили за Екатериной Шабалиной. Напомню, что 2 недели назад она сумела занять на Кубке Африки 3-е место. Ее основными конкурентками, так же как и сегодня, так же как и вчера и тогда, были японки. Так вот, японки в этот раз ее снова не пустили на верхний пьедестал почета, да, на первую и вторую строчку. Так мало того, они вообще на подиум никого не пустили. Подиум получился в Дохе исключительно японским. Время победительницы составило 1 час 58 минут, но Екатерина Шабалина финишировала 8-й. К сожалению, не все получилось, не все задалось в этой гонке для нашей соотечественницы. Нужно сказать, что ее время 2 часа 4 минуты, проиграла достаточно много, но тем любопытнее, я думаю, что в первую очередь и для самой Екатерины, насколько она сейчас готова. Напомню, что это для нее второй старт в этом сезоне после небольшой паузы. Что касается мужчин и их результатов, то тут продолжает на азиатском континенте и регионе доминировать марокканец Джавад Абдельмула. Это имя нужно запомнить, и это имя уже нужно выучить по полной программе, потому что он не только на Кубке мира уже успел себя зарекомендовать, но и плюс ко всему в Азии тоже дает пороху всем понюхать, особенно своего марокканского. 2-е место за британцем Беном Дикстра и 3-е место японец Аоба Ясумицу. Все участники сумели выбежать из 1 часа 44 минут, что тоже показывает высокий класс подготовки. Следим дальше и, конечно же, болеем за наших атлетов на любых международных, ну и в том числе и внутренних стартах, которые уже будут не за горами. Немножко о внутренней кухне, и, наверное, стоит сказать о том, что совсем недавно завершилось голосование на определение лучшего атлета, да, и лучшего старта на внутренней арене, на внутреннем чемпионате. Так вот, пока неизвестны ни победители, пока, скажем так, организаторы все держат в тайне. Еще один конкурс объявлен Казахстанской Федерацией Триатлона. Это также все на сайте. Вы можете зайти и узнать все условия. Условия простые, но приз такой достаточно внушительный. Лучший слоган для КФТ, для Казахстанской Федерации Триатлона. Все условия вы найдете на сайте, лаконичность, краткость, все это приветствуется. От одного участника принимается 3 варианта. Ну и самое главное, что независимо от места и проживания, и возраста, вы можете послать любые варианты, которые вы считаете отлично подходят для КФТ. Присылайте, отправляйте, знакомьтесь с условиями, и вас ждет интересные подарки и призы. World Triathlon и Суперлига Триатлона объявила еще об одном интересном проекте. Это кибертриатлон. На днях, на прошлой неделе, было подписано соглашение с компанией Arena Sport, и теперь триатлон еще будет и киберспортом. Вот такое продвижение. Марисоль Касада неоднократно говорила и подчеркивал о том, что и в этом направлении нужно двигаться и развиваться. И каждый раз подчеркивает о том, что триатлон старается быть одним из тех видов спорта, которые не только идет в ногу с новыми технологиями, но и плюс ко всему еще и сам двигает прогресс вперед. Поэтому такой новый технологичный вид спорта, как триатлон, который динамично развивается, я думаю, что вполне уместен с тем, чтобы представлен быть еще и на киберарене. Поэтому рады абсолютно все, абсолютно до спонсоров, до атлетов. И совсем скоро, я думаю, с этой программой нас подробнее познакомят. И уже, наверное, практически каждый может принять участие в кибертриатлоне. В общем, следим за новостями, будем ждать интересных событий из мира кибертриатлона. И, конечно же, об этом, если будут новости, по возможности, также будем рассказывать и делиться.
В Мексике прошел полный Ironman, но, наверное, запомнился он в первую очередь не тем, что он состоялся и прошел, а запомнится он в первую очередь, конечно же, выступлением олимпийского чемпиона. Кристиан Блюменфельд не просто выступил, а просто уничтожил всех своих соперников. Да еще как, установив лучшее время, новый мировой рекорд на полных дистанциях. Теперь это время, вслушайтесь только, 7 часов 21 минута и 12 секунд. Предыдущее достижение принадлежало немецкому атлету Яну Фродену, 7 часов 27 минут. Ну и вот представляете, на целых 7 минут, да, там практически 6 минут улучшил это достижение. Но многие скептики уже поспешили, скажем так, порцию критики в адрес норвежца обрушить, сказав о том, что в эти дни, в день старта течения у берегов мероприятия, да, ивента было довольно сильным, больше привычного, и это позволило на водном этапе перед первой транзитной зоной улучшить многим свое время на плавательном сегменте. Да, преодолели это время за 39 минут, но согласитесь, на велоэтапе скорость Блюменфельда средняя была 45 км в час. Время на марафоне, на беговом сегменте 2 часа 25 минут. Это в любом случае уникально, это в любом случае круто. Кристиана мы поздравляем, он автоматически заработал слот на чемпионат мира, поэтому я думаю, что мы там будем обязательно за ним следить. Там вообще собирается удивительная и классная тусовка, поэтому не знаю, ждать ли там мировых времен и достижений именно на дистанции, но то, что там будет жаркая борьба, это однозначно. Поговорили о Кристиане Блюменфельде, давайте немножко теперь об эйдж-группе, а особенно о тех казахстанцах, которые выступали на этой неделе в различных стартах. В частности, прошел дебютная половинка в Египте, и там приняло, конечно, большое количество участников из стран бывшего Советского Союза. Украина, Россия, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, ну и, конечно же, куда без нас, без казахов, само собой разумеется. Так, в возрастной категории 50-54 Талгат Жумагалиев с итоговым результатом 5 часов 27 минут сумел попасть в топ-10. Еще успешно гонку закончили с финишным временем 7 часов 8 минут 18 секунд Ержан Султанов и Нурлан Нурлыбаев 7 часов 35 минут. Поздравляем ребят и желаем, конечно, на этом не останавливаться. Еще одна гонка, но уже не половинка, а полная, прошла в Соединенных Штатах Америки. Ironman Аризона. Там представитель Актобе Владимир Михайлов в возрастной категории 55-59 закончил дистанцию с временем 11 часов 9 минут. Поздравляем Владимира. Желаем, конечно же, еще не останавливаться и дальше новых гонок. Но мы, как всегда, в ожидании нашего домашнего Ironman. Но до этого еще, правда, далековато. В общем, много стартов. Каждые выходные Ironman где-то допроходит. Поэтому выбирайте. Я думаю, что вы уже намного запланировали, куда поедете. Поэтому, кто вот в ближайшие выходные или в ближайший месяц будет выступать и участвовать, пишите, оставляйте комментарии для того, чтобы мы за вами следили, и рассказывайте, где, куда вы отправляетесь, для того, чтобы мы вас отметили в нашем дайджесте. Нам не все равно, нам приятно, я думаю, что и вам в том числе. Континентальная команда Астана Казахстан Development Team объявила состав на предстоящий сезон. Ну и как и обещали организаторы, как и обещали руководство команды, она будет состоять 50% из местных гонщиков и 50% это будут молодые гонщики из стран Европы, если будут лучше и Азии, и, конечно же, Северной Америки и Южной Америки. В частности, в состав попали Даниил Пронский, Аркен Саламжанов, Николя Винокуров, Александр Винокуров-младший, Андрей Ремхе, Херальд Мартинс Лопес из Эквадора, Хуан Карлос Лопес Колумбия, Джан Марко Гарафоли Италия, Пабло Санчес Франция, Матис Калверш Латвия. Ну и с 1 февраля к команде присоединится еще один итальянец, Давиде Тенеати. Он специализируется на дисциплине велокросс, но я думаю, что его опыт тоже будет любопытен и на шоссейной гонке. Также Давиде Тенеати серебряный и бронзовый призер чемпионата Италии по велокроссу до 23 лет. Так что вот такое любопытное. Ну, как и говорил, да, Александр Винокуров, это будет команда молодая с казахстанскими гонщиками, которые будут вместе совмещены с гонщиками из других стран для того, чтобы был хороший обмен
опыт. Такая настоящая хорошая коллаборация этого проекта. Ну что, желаем удачи, конечно же, команде и не останавливаться. Я думаю, что в первую очередь гонки, конечно, будут проходить, наверное, по большей части в Европе. Там себя команда должна зарекомендовать. Ну а где-нибудь совсем скоро, может быть, и на каких-то больших гонках, может быть, даже однодневках мы эту команду можем увидеть. Напомню, что это такой фарм-клуб Астаны Pro Team. Но и продолжая тему велоспорта, нужно сказать, что французский журнал, специализирующий на велоспорте, который является одним из партнеров Tour de France, известной многодневки, журнал «Веломагазин» ежегодно проводит опрос среди журналистов, связанных с велоспортом, и опять же голосование «Лучший велоспортсмен 2021 года». Им в этом сезоне стал, я думаю, неудивительно, Погачар. Тадео Погачар стал лучшим. В прошлом сезоне он стал вторым, в этом году он набрал больше голосов, и победитель Тур де Франс вполне заслуженно получил это звание лучшего спортсмена. Второе место занял Примаш Роглич, ну а третьим стал бельгиец Вату ван Арту. Так что вот такая тройка. Немножко она видоизменилась по сравнению с прошедшим сезоном, но бельгиец также остался на третьей строчке. А вот Погачар и Роглич сделали такой своеобразный чейндж. Вот такие новости велоспорта за эту неделю. Ну что, вот таким получилась она неделя в триатлоне и в мире спорта. Может быть, немножко меньше было в этом выпуске легкой атлетики, но я думаю, что перебарщивать с этим тоже не имеет смысла. Ну что, до новых встреч, болейте на здоровье, увидимся на следующей неделе.